Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Локдауна не будет. Глава республики исключил введение масштабных ограничений при условии соблюдения санитарных норм. Админкомиссия Якутска проверит наличие регистрации и вакцинации против бешенства домашних животных. В шаге от золота. Юношеская сборная республики по мини-футболу стала серебряным призером первенства Дальнего Востока. Локдауна не будет при соблюдении населением санитарных норм. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что течение болезни проходит иначе и то, что в Якутии провакцинировано значительное количество людей. Также глава региона обратил внимание на то, что меры принимаются в зависимости от ситуации в том или ином районе. Так, в Якутске, где наблюдается наиболее сложная эпидобстановка, школы в основном работают в дистанционном формате. По республике же 50% обучаются очно. В Мирюнском наследии у Селдамского улуса стартовала акция «Проходи вакцинацию и получи приз». Согласно ее условиям, те люди, которые пройдут вакцинацию в период с 1 по 10 февраля, получат ценные призы. Мероприятие проводит администрация Мирюнского наследия. Организаторы отметили, что вакцинация является самым эффективным и надежным методом защиты от коронавирусной инфекции. В целом на территории Усть-Алданского улуса эпидобстановка остается сложной. Каждый день более 40 жителей улуса получают положительный результат анализа. Наибольшее количество заболевших фиксируется в административном центре улуса. В акции могут принять участие все жители Мирюнского наследия, получившие вакцину первый компонент или ревакцинацию. Жители могут подойти, получить вакцины в улусной центральной больнице в рабочее время. Также совместно с улусной больницей мы организовали мобильные бригады, которые работают по заявкам для проведения работ вакцинации на дому. Прием амбулаторных пациентов и лечение в стационарах онкологического диспансера Якутии не прекращается даже в период пандемии. Центр продолжает оказывать помощь больным, проводить операции как плановые, так и экстренные. Нагрузка на медицину сейчас особенно возросла. Чтобы облегчить работу врачам из центров амбулаторной онкологической помощи, республиканский диспансер взял часть функций на себя. Якутский республиканский онкологический диспансер на сегодняшний день работает полную силу. И в прошлом году, и в этом году у нас, значит, ни одного дня приема и лечения онкологических пациентов мы не остановили. Наоборот, мы взяли некоторые функции помимо своей работы, особенно вот сейчас, когда вот очень свирепствует вот эта пандемия омикрон, очень высокая заболеваемость, поэтому мы часть наших ЦАОПов, городских особенно, работу, прием, там, лекарственное лечение взяли на себя. Развитие медицинских служб – одна из ключевых стратегических задач для Якутии. Поднять на новый уровень оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также обратить внимание на последующую реабилитацию. Такие поручения отдал глава республики Айсен Николаев. Как сейчас работают специальные медслужбы и в каком направлении развиваются, смотрите в следующем сюжете. Несмотря на то, что, конечно же, главной задачей здравоохранения в сегодняшних условиях является борьба с ковидом, лечение людей, конечно же, нам надо также и думать и о перспективах развития в целом здравоохранения и специализированных служб Республики Саха-Якутия, в частности, по кардиологии, онкологии и по инфекционной службе. Развитие здравоохранения в целом и упор на самые главные службы медицины. Такие задачи перед профильным министерством ставит глава республики Айсен Николаев. Сейчас в Якутске активно идет строительство онкологического центра на 180 коек и поликлиники на 210 посещений. Это позволит расширить возможности оказания своевременной и качественной помощи больным и выведет на совершенно новый уровень лечения новообразований в целом. Но кроме современных технологий и расширения площадей, сейчас важна подготовка высококвалифицированных кадров. На сегодняшний день онкологический диспансер по штатному расписанию укомплектован полностью высококвалифицированными специалистами. Единственное, сейчас проходит подготовка и обучение специалистов в центральных институтах онкологии в вузах нашей России на
предстоящий ввод нового здания онкоцентра, где количество сотрудников будет превышать более 1500, то есть в 2 раза увеличится наш штат. Тем не менее, с каждым годом оказание помощи онкобольным в республике растет. Пополняют и материально-техническую базу. За последние годы закупили 2 компьютерных томографа, аппарат МРТ. Проводят специалисты онкодиспансера и лапароскопию, а в успешных операциях на легких занимают лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Открылись несколько новых отделений. Это 2 хирургических отделения. Если у нас раньше было отделение общей хирургии, сейчас у нас есть торакоабдоминальная хирургия, где проводятся на сегодняшний день очень высокотехнологичные оперативные вмешательства. Далее, значит, расширили отделение химиотерапии, так называемой противоопухолевой лекарственной терапии. Если это отделение, оно было на 40 коек, на сегодняшний день отделение существует на 80 коек. Особенно востребована сейчас, в период пандемии, пульмонологическая помощь. И большой объем задач предстоит решить в развитии инфекционной службы, так как в регионе нет взрослой профильной больницы, а лечат пациентов на базе Якутской республиканской. Только 7% коек боксированы и предназначены для госпитализации. Капитально отремонтировать нужно 19 корпусов инфекционного профиля. Наша больница с самого начала пандемии перепрофилировалась и оказывает помощь больным с тяжелой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмониями. К нам госпитализируются со всех поликлиник города Якутска, плюс и со всей республики доставляются санавиацией тоже тяжелые пациенты. Оборудование у нас, конечно, все с самого начала было полностью укомплектовано, как положено. И все же для улучшения работы инфекционных служб необходимо создание головного учреждения профильной больницы. И чтобы решить эту задачу, уже разработали проект. Он проходит экспертизу. Глава Якутии поручил после получения документов подать заявку на финансирование строительства из федеральной казны, чтобы начать возведение здания уже в 2023 году. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. В центре «Мои документы» внедрена новая услуга по подключению земельных участков к газовым сетям. Подключение производится бесплатно в рамках проекта социальной догазификации и позволяет провести врезку и пуск газа до границ земельного участка. Подать заявку могут владельцы домовладений, которые находятся в газифицированных населенных пунктах, садовые и огороднические товарищества и граждане, заключившие договоры о подключении после 21 апреля прошлого года. Напомним, что основным требованием для заключения договора является зарегистрированное право собственности на жилой дом. Газ будет подведен бесплатно в соответствии со сроками, указанными в договоре. Поддержать начинающих предпринимателей в Якутии возможно. 16 бизнес-инкубаторов организованы по всей республике, в том числе и в Ленском районе. С этого года в Ленске появилась возможность дистанционно стать резидентом колыбели молодых предпринимателей. Подробнее в следующем сюжете. Пока ученик Евгения Комарицына на гитаре знает несколько аккордов, те, что позволяют сыграть кузнечика. Но впереди композиции куда сложнее. Обучать игре на музыкальных инструментах – увлечение ленчанина. Чтобы на нем еще и заработать, мужчина арендовал помещение. Почти год назад обустроил кабинет под студию в бизнес-инкубаторе. Все очень заинтересованы. Вот Галина Алексеевна, директор, ее заместитель Степан. Они всегда стараются как-то помочь, посоветовать, как лучше вести бизнес, какие дела, на какие дела обратить внимание в первую очередь. В общем, поддержка и недорогое помещение. Бизнес-инкубаторы созданы, чтобы поддержать начинающих предпринимателей. Помимо льготной аренды, резиденты получают и юридическую помощь в ведении бизнеса, и обучение финансовой грамотности, и возможность участвовать в тренингах и семинарах с опытными коллегами. Для того, чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, необходимо огромное желание и главная идея, которую вы хотите реализовать. Помимо этого, вам необходимо быть зарегистрированным в качестве ИП, ООО или самозанятым. Также необходимо заполнить заявку и предоставить бизнес-план на 3 года. Именно столько занимает процесс инкубации. Спектр предпринимательской деятельности в бизнес-инкубаторе широкий – от предоставления услуг до производства. Начинающий предприниматель Татьяна Филиппова – одна из новых резидентов. Выращивает микрозелень.
Я мониторю общий рынок, да, и смотрю, что микрозелень пользуется высокой популярностью, поэтому тоже я решила попробовать себя в этом деле. Когда у меня возникают трудности, да, в ведении бизнеса в части документации, я всегда обращаюсь к сотрудникам, которые меня курируют. Помимо поддержки бизнес-инкубатора в России с 1 февраля этого года создадут цифровую платформу МСП. Цель – поддержка самозанятых, малого и среднего бизнеса. Постановление подписал Михаил Мишустин. Платформа соберет всю информацию о мерах поддержки бизнеса. Юлия Золотарева, Валентина Фирстова, Анастасия Белокрыницкая, телеканал «Алмазный край». Административная комиссия столицы республики и департамент ветеринарии проверит наличие регистрации и вакцинации против бешенства домашних животных в рамках трехмесячника санитарной очистки. С владельцами животных проведут беседу по соблюдению правил их содержания. Также к рейдам рекомендовано привлечь правоохранительные органы. Кроме того, управление округов и пригородов обратят особое внимание на беседу с жителями частных домов о необходимости вывоза снега в соответствии с правилами. Тех, кто будет вывозить мусор, снег на дорогу, привлекут к административной ответственности по статье КоАП Якутии. Также будет усилена работа дворников по уборке снега, наледей и мелкого мусора. Юношеская сборная Якутии по мини-футболу заняла второе место по Дальневосточному округу. В первенстве ДФО, прошедшем в Спасск-Дальнем, приняли участие команды с Хабаровского и Приморского краев, Камчатки и Бурятии. Республику представили воспитанники ДЮСШ номер 4, а также футбольных школ Мегина, Кангаласского и Хангаласского улусов. В финале якутяне со счетом 2-1 уступили сверстникам из Владивостока. В ближайшее время якутские футболисты планируют выступить на соревнованиях в Тюмени. Отметим, что именно эти ребята грядущим летом представят Якутию на летних играх «Дети Азии» во Владивостоке. Они получили, во-первых, неоценимый опыт игровой практики. Ну, представьте, у нас все закрыто, нету соревнований. Мы выезжаем, как бы играем с листа. Это очень сложно. Этот турнир дал нам пищу для размышления. Мы будем стараться в дальнейшем, чтобы детям Азии достойно выступить, достойно представить нашу республику. Уроженец Якутии Андрей Кузьменко вошел в состав сборной России по хоккею для участия на зимних Олимпийских играх этого года. Пока он числится среди запасных, но заместитель министра спорта Якутии Александр Бугаев выразил надежду на то, что он все же выйдет на лед. Также он отметил, что азы хоккея Кузьменко постигал в Якутске, затем переехал в Москву. Отметим, что хоккеист становился призером молодежного чемпионата мира. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами и наблюдайте за новостями на нашем официальном сайте. До скорых встреч!